Здравствуйте, я Джефф Лоттон. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие в лесосад. Мы пройдем через все этапы создания лесосада от начала до конца. Изучим разные способы, разные процессы, разные методы и различные результаты. В итоге мы окажемся в лесосаде полного изобилия. И вы не пожалеете о проделанном путешествии. Создание лесосада с Джеффом Лоттоном. Итак, кратко поясню, что такое лес, самыми простыми словами. Когда наблюдаешь за лесными паттернами, не нужна никакая ботаника. Все, что нужно, это наблюдать за лесными паттернами. Итак, начнем с почвенного уровня. Мы рассмотрим все в упрощенном виде. Нам нужно все упростить. Природа довольно сложно устроена. Мы можем рассматривать все в упрощенных формах, чтобы получить общее представление. Итак, если посмотреть на лес, то можно выделить изначально высокие деревья, образующие верхний ярус. Верхний ярус леса, полог — это высокие деревья. Ниже другой ярус деревьев, которые не достигают полога и находятся в тени высоких деревьев. Это подлесок. Деревья подлеска в тени. Ниже еще один ярус. Это кусты, они пониже. Это по-прежнему древесные, а не травянистые растения, не имеющие ствола. Это кусты. Они обычно не имеют ствола. Еще ниже у нас травянистые растения. Низкие растения, которые не имеют древесины. В некоторых климатических зонах есть два уровня трав, особенно в зонах холодного и умеренно холодного климата, когда зима дождливая, а лето сухое. Они могут достигать двух уровней. Это типичный европейский климат. Мы же изобразим лишь один уровень – травы. Еще ниже у нас уровень почвопокровных растений. Растения, которые стелются по земле. Это как древесные, так и недревесные, но физически они выполняют укрывную функцию. Это уровень покровных растений. Среди основных уровней имеется еще один уровень. Это вертикальный. Лианы. Это основные уровни леса, которые могут быть выделены. Первый — верхний ярус. Второй — подлесок. Третий — кусты. Четвертый — травы. Пятый — почвопокровники. Шестой — лианы. Эти уровни присутствуют в каждом лесу, независимо от климата. Но есть и другие уровни, как я упоминал ранее. Два уровня трав – высокие травы и низкие травы. При более холодном климате, в умеренном климате. Также могут быть заросли, растения, растущие плотной группой. Они могут быть частью леса, заросли. Можно выделить еще один уровень – корнеплодный уровень. Растения, у которых листья на зиму отмирают, а корни сохраняются в земле и на следующий год прорастают от корней.
корнеплодный уровень. Есть еще 2 уровня. Мы рассмотрим 8 уровней. В тропиках и начиная от субтропиков до тропиков есть также пальмы. И так может быть уровень пальмы в лесу. Пальмы. Во влажных тропиках есть типичные 2 уровня пальм. Ближе к экватору имеются так называемые проступающие пальмы с длинным и тонким стволом, возвышающиеся над лесом. Уровень проступающих пальм — это специфика влажных тропиков. Проступающие пальмы. Не нужно знать ботанику. Не нужно знать экологию. Нужно просто наблюдать за уровнями, паттернами. Каждый может увидеть паттерны. Мы только подсказываем об этом, и вы обнаружите их. Это врожденная функция, с помощью которой мы распознаем формы, очертания и паттерны. В природе все основано на этих паттернах. Одно дело осознавать уровни леса. Здорово идти по лесу и видеть удивительное взаимодействие форм, и чувствовать себя живой частью сложной экосистемы, живым организмом, перерабатывающим питательные вещества, и видеть разнообразные взаимодействия животных, а не подвижная часть леса. Коренные жители не могут отделить животных от леса и считают их наивысшим проявлением леса. При наличии хищников из высокой цепи мы наблюдаем наиболее полное проявление леса. В Амазонке одному ягуару требуется 35 тысяч гектаров нетронутых лесов Амазонки. Они наивысшее проявление леса. Это все здорово, но как создать лес? Что делать с истощенными землями и бывшими фермами и пастбищами? Какие бы ни были стартовые условия, как выкрутиться? Как обратить в лес? Перескочить от земли к сложным уровням? Мы наблюдаем, как природа самовосстанавливается. В какой последовательности это происходит? Это не так увлекательно для большинства людей. Но если вы пермакультурист и изучаете дизайн пермакультурной системы, это гораздо интереснее, чем лес сам по себе, поскольку вы наблюдаете за функциями, образующими форму. Это механика, проектирование, изучение дизайна экологической организации. Это урок, который нам дает экология и направляет нас в действиях. Все, что нам нужно, это понаблюдать, как природа самовосстанавливается. Если мы начнем с Земли, что нам сделать в первую очередь? Нам нужен весь набор поддерживающих видов. И сейчас я буду соотносить виды не только по их размеру, но и по времени. Итак, задействован временной элемент. Это не просто форма, это не просто техника, но это стратегия развития элементов во времени. Мы можем укрыть землю почвопокровными, чтобы восстановить почву, восстановить изначальное покрытие. Часто это азотфиксирующие растения. Фактически многие почвопокровники азотфиксирующие. Их корневая система взаимодействует с микроорганизмами и бактериями, принимающими крахмал от корней, а взамен дают азот и привносят азот в почву, свободно содержащийся в воздухе. Так происходит фиксация азота в почве. И эти почвопокровные растения можно посадить массово. Они проживут только 1 сезон. Им требуется 6 месяцев пройти весь вегетационный цикл, поэтому им приходится расти быстро.
Следующим элементом будут низкие кусты, также фиксирующие азот в почве. Выбирайте бобовые растения, азот фиксирующие, из семейства бобовых. А этот будет жить немного дольше. Это будет кратковременный бобовый куст. Он живет 4-5 лет. Далее, эти два можно высадить семенами. Следующие можно высадить семенами или саженцами из питомника. Также будет фиксировать азот. Назовем его среднесрочный. Оно немного больше в размерах. Это среднесрочное бобовое дерево. Оно будет жить от 10 до 15 лет. Оно живет дольше, растет немного медленнее, может вырасти из семечка. Некоторые можно высаживать семенами, некоторые из горшочков. Уже проверено. Вы можете использовать оба пути. Оно немного больше по размеру и живет немного дольше. Этот, который перед ним, немного меньше в размере и живет меньше. А покровные растения, высаживаемые только семенами, их гораздо больше. Они гораздо меньше по размеру и живут гораздо меньше. Следующий снова больше по размеру. Это долгоживущее бобовое дерево. А это проживает весь жизненный цикл и образует полог леса. И оно имеет долгосрочные циклы обращения азота в почве. Так, всего лишь на нескольких квадратных метрах имеется сотни тысяч этих, десятки тысяч этих, тысячи этих, и всего сотни этих. Перед тем, как стать зрелым, лес проходит через циклы, временные и пространственные. Через 6 месяцев они все исчезают. Их может остаться немного поначалу для производства, но немного. Под конец очень мало этих, может 10 на раннем этапе. Бобовых деревьев среднего срока жизни останется, может быть, 100, может только 50. Большинство из них используется на мульчу. Долгоживущих деревьев будет только 10, а может только 5.
И это на 1000 квадратных метров. Если соотносить по размеру, они заполняются со временем от границы, и мы заполнили земное пространство. Теперь, что важно, пока это все развивается, то же самое и для фруктовых деревьев. Внутри этого у нас подлесковые фруктовые деревья, фруктовые деревья среднего размера и некоторые высокие фруктовые деревья. Как мне разместить их в том же пространстве? Итак, по эту сторону границы, эта сторона сначала составляет 90% массы, и это поддерживающие виды. Это деревья, удобряющие почву, поддерживающие виды. Они составляют 90% биомассы в первые годы. А фруктовые деревья или продуктивные деревья, так как это могут быть фруктовые деревья, дающие другую продукцию, продуктивные деревья, составляют 10% биомассы в первые годы. Под конец все будет наоборот. В зрелом возрасте поддерживающих видов будет только 10%. И при климаксе фруктовых деревьев 90%, назовем их продуктивные деревья, 90%. Мы не просто заполнили пространство, мы заполнили его по уровням. Мы заполнили уровни быстрорастущими поддерживающими видами. Мы включили в систему пространственное взаимодействие. Итак, эти деревья обеспечили защиту продуктивным деревьям. Именно так происходит в природном лесу. Происходит замена растений пионеров сорнякового типа, которые быстро покрывают пространство, формируют почвы, структурируют ее, насыщают азотом, вносят органику в почву, создают жизнь в почве. Со временем они уступают позицию, когда формируется зрелый лес, более чувствительный. Он не так быстро разрастается, как пионерные виды, но в конечном итоге более многообразный. Это все наш собственный дизайн, который мы создали, наблюдая за природными функциями в определенное время. Очень важно выбрать подходящее время, не просто применять технику, но и учитывать временной фактор, нужное время, когда дождь превышает уровень испарения, а не наоборот, когда дождя меньше, чем испарение. Если очень интенсивное испарение в это время года, то мы оставляем тень. Тень лучше, чем мульча. Но когда осадки превышают испарение, то мы можем ускорить этот цикл, включиться в него. Это дерево можем срезать на мульчу. Мы выбираем такие виды, когда дерево отрастет снова. Мы выбираем виды, которые, обрезанное дерево, которые отрастут, а образовавшаяся от них мульча пойдет под фруктовые деревья. Любой поддерживающий вид здесь может быть срезан, или большинство из них. Мы предпочитаем, чтобы большинство из них перерабатывались в органический материал. Мы можем ускорить этот цикл. Мы можем срезать их
Многие из них можем срезать на уровне головы, и они станут теневыми зонтиками. Они не только притеняют земной уровень и фруктовые деревья, но они и нас притеняют. Они отрастут вновь, если правильно выбрано время. Когда количество осадков снижается и идет интенсивное испарение, они отрастают вновь и восстанавливают верхнюю часть, которая будет укрывать приземный уровень и защищать молодые фруктовые деревья. Итак, все эти пойдут на срезку, они отрастут вновь. Если нет, то тоже хорошо. Не проблема. Посмотрите, что мы имеем. У нас их так много, больше, чем нужно. Мы так заполнили весь участок, что не оставили места для сорняков. Взаимодействие сорняков теперь незначительно. Происходит еще кое-что. Когда срезаете макушку и используете на мульчу под фруктовые деревья, которые совсем рядом, так как все вместе взаимодействует. Мы посадили все в одной системе. Объем корней самосокращается, так как дерево — это фактически насос. Вода в дереве скапливается в листьях и испаряется с них. Колонна воды идет снизу от корней, а эти узелки бактерий, фиксирующих азот, живут на корнях. И когда вы срезаете, вы перекрываете подачу питательных веществ, и этот азот уходит в почву. Вы не только мульчируете деревья материалом, богатым азотом, но и фиксируете азот в почве. Все это происходит в природе. Во всех этих жизненных циклах присутствуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные элементы. Они все задействованы в циклах. Но вы можете управлять этим оркестром. Вы можете их ускорить. Вы можете улучшить экологию леса. Вы можете сделать системы более продуктивными, более плодородными и богаче, чем в самой природе. Особенно теперь, когда есть разнообразные виды продуктивных деревьев и растений со всего мира. Все больше и больше у нас коллекции многообразных растений почти со всего света. Мы можем их сажать смешанно. Не имеет значения, какой климат. Не имеет значения, пустыня это или тропики, умеренный климат или субтропики, или прибрежные области океана. Это базовая система. Это имитация основных функций сорняков-пионеров, механизмов восстановления экологии. Это создание устойчивой, постоянной, продуктивной лесной экосистемы, которую мы можем спроектировать. Мы можем сделать это. Нужно лишь внести правильные элементы в лесу. И он будет жить неопределенно долго. Это то, что мы демонстрируем, когда ездим по миру, обучая людей созданию циклов питательных веществ с помощью поддерживающих видов деревьев, ведущих к созданию долгосрочного, богатого, продуктивного леса. Создание лесосада. Это валоканава, которую мы сделали, чтобы собирать воду с участка, чтобы она впитывалась и перемещалась очень медленно. Но здесь мы также заложили небольшую насыпь для однолетних почвопокровных растений. Также мы посадим особые деревья, которые, как почвопокровники, защитят продуктивные деревья на раннем этапе, что приведет к образованию долгосрочной устойчивой экосистемы. И мы начнем этот процесс с несколькими студентами. Здесь, на севере штата Новый Южный Уэльс, дом исследовательского института пермакультуры. Прямо позади нас зеленый массив. Это лесосад, которому около 6 лет. И мы покажем вам всю последовательность с самого начала до образования прекрасной системы, где вы поймете, какими приятными и замечательными, увлекательными и продуктивными
И также энергосберегающими могут быть системы. Они действительно образуют комфортную среду обитания человека. Приближается зима, но еще осталось несколько деньков лета. Итак, мы перемешаем два разных типа быстрорастущих бобовых почвопокровников. Один из них – коровий горошек, летнее бобовое растение. А этот дружок уже появился и начал выполнять свою работу. Но они быстро погибают. И этот погибнет, как наступят холода. Он накроет и защитит почву. А это люпин, зимнее бобовое растение. Он проживет до конца зимы. Сейчас такое время года, когда вот-вот наступит зима. И он будет основным почвопокровником в течение 6 месяцев. И мы посадим еще. Это просто первые восстанавливающие культуры. Мы добавим азотфиксирующие бактерии к семенам. Они скапливаются на горошине. Здесь миллионы маленьких клубеньковых бактерий. Эти маленькие бактерии живут в кооперации с корнями, и они фиксируют атмосферный азот в почве, обмениваются азотом с растением. Так растение получает много азота, а бактерии получают крахмал от растения, сахар, который растение производит на солнечном свету, чудо фотосинтеза. Поехали. Здесь в 1 килограмме достаточно бактерий для 100 килограмм, иннокулянта для коровьего горошка. Здесь иннокулянт для люпина. Очень много. Миллиарды микроорганизмов пойдут в воду. Мы смешаем их, потрем семена. Эти светлые семена – это люпин. Коричневые – коровий горошек. Коровий горошек – летнее бобовое растение, а люпин – зимнее бобовое. Здесь произойдет смена 2 сезонов, поэтому мы сажаем 2 разных типа. Они немного подрастут летом, затем погибнут с наступлением холодной погоды, а зимой будут расти другие. Это поддерживающие культуры. Бактерии стали липкими. Это торф с бактериями. Здесь миллионы микроорганизмов. Они уже прилепились к семени. Итак, они будут в нужном месте, как семена начнут прорастать. Они будут фиксировать азот в почве. Теперь все, что нам нужно сделать, это хорошо рассеять эти семена над голой землей. Это наши основные покровные культуры. Мы будем идти поперек участка и засеем семенами. Как только засеем семенами, мы начнем более сложные посадки. Мы можем объяснить, почему. Это немного более сложная, но по-настоящему интересная комбинация видов, которые мы высадим вместе, и они начнут естественно эволюционировать в лес, но в запроектированный лес, который действительно продуктивен. Неделю спустя вот так все выглядит. Коровий горошек взошел, и он уже выпустил свои маленькие корешки, которые уже начали фиксировать азот в почве. А этот дружок, люпин, он также начал расти. Уже образуется устойчивый уровень растений, и они обеспечат первое стабильное покрытие и начнут обмен элементов с почвой, а также будут защищать почву. Итак, это начало лесосада. Это самые первые возникшие процессы. Он превратится в пышный лес. Следующие семена, которые мы высеем, это быстро растущие кратковременные деревья, всего лишь несколько лет. Есть и второй уровень. Они послужат долгосрочной мульчой.
Нам не придется вносить мульчу извне немного погодя. Мы будем выращивать весь органический материал на месте. Мы просто манипулируем быстрорастущими растениями, которые часто недовольно называют сорняками во многих местах. Фактически, это усердно трудящиеся иммигранты, которые приходят и проделывают большую работу, которая местным и не снилась. Итак, быстрорастущие растения проделывают большую работу. Они собирают вместе множество элементов, после чего пойдет сукцессия, а мы можем руководить данным развитием, как нам будет удобно, во всех видах продуктивных форм. Это леуцена, всемирно известное бобовое дерево тропиков и субтропиков. Растет даже в пустыне, живет около 10-15 лет. Это будет наше более долгоживущее азотфиксирующее дерево. Его не будет под конец, но оно будет в средний период. Оно будет срезано на мульчу и обогатит почву. Оно будет фиксировать азот и создавать мульчу, и будет защищать в средний период молодые фруктовые деревья. А сейчас мы начинаем высаживать наши основные деревья. Это бобовое растение называется кремовый боб. Чуть более долгоживущее бобовое. Растет в лесосаде очень долгое время в качестве няньки и поддерживающего вида. Конкретно это дерево образует укрытие через несколько лет для фруктовых деревьев. Ниже мы посадили розовую яблоню, субтропическое фруктовое дерево. Также разместим и другие деревья. Эти деревья требуют больше внимания к себе. Вот для чего нам нужен использованный картон. Мы кладем картон и бумагу вокруг в качестве мульчи, плюс сверху посыпаем соломой. Таким образом, они получают хорошее начало для жизни. Мы не можем допустить их потерю. Большинство поддерживающих видов, которые мы сажаем, имеют азотфиксирующие клубеньки. Здесь маленькая колония ризобии, клубеньковой бактерии. Когда позже мы срежем это дерево, срежем верхушку на мульчу, она отрастет снова. Когда мы снова срежем верхушку, то дерево сократит свою корневую систему, и колония бактерий уйдет в почву. Потому как ему нужно иметь тот же самый объем листвы для закачки, и оно вынуждено сократить корневую систему. И тогда некоторые бактерии, а их будет миллионы, уходят в почву и питают наши фруктовые деревья. Именно так происходит в природе. Мы разработали эту систему здесь. Фактически, мы направляем природу по нужному нам пути при создании леса. Никаких химикатов, только естественные жизненные процессы, выращивание устойчивого леса из продуктивных видов. Итак, мы посадим этого маленького американца здесь. Позже он обеспечит нас мульчой. Пометим его палкой, потому что скоро здесь будет столько почвопокровных поддерживающих растений, что без палки мы не найдем через несколько месяцев. Это будет настоящее одеяло из почвопокровников. 3 месяца спустя. Я демонстрирую ирригационную систему на этом примере. Вода впитывается в эту насыпь. Лесосаду 3 месяца. Мульчирующие виды разрастаются на разных уровнях. При такой пассивной системе ирригации вы не сможете потерпеть неудачу. Казуарина. Австралийское дерево, фиксирующее азот. Хотя оно не относится к бобовым, фиксирует фосфат при взаимодействии с грибами. Прекрасное поддерживающее дерево. Оно будет расти сзади волоконавы, а не спереди. Лучше расти по обе стороны и выполнять огромную работу здесь. Но ему всего 12 недель.
Этот маленький куст называется тифрозия. Уже начинает цвести. Всего лишь 12 недель. Это замечательное бобовое растение, которое можно срезать и бросить. Также под фруктовые деревья на Валаканаве. Ниже галангал. Группа трав, потат из однолетних почвопокровников и коровий горошек, он уже увядает. Окопник, вносящий минеральные вещества. Это целое сообщество растений. Посмотрев вон туда, мы можем увидеть небольшой формирующийся полог деревьев, голубиный горох, даже священный базилик, различные виды акации, бамбуковые заросли, фруктовые деревья, розовые яблоня, шелковица, у нас есть тифрозия, типуана типу, кремовые бобы, манго и цитрусовые. Всевозможные смешанные композиции начинают вырисовываться в пологе, хотя они еще и маленькие, но уже образуют укрытие продуктивным деревьям, немного развив полог. Так радостно видеть хорошо замкнутую и защищенную систему всего-то 12 недель спустя. Батат только начинает покрывать землю. Это многолетник. Его не нужно выкапывать для получения корнеплодов. Он может служить многолетним почвопокровником, пока его не затенит разросшийся лес. У нас есть множество маленьких бобовых, которые только появляются. Но, как всегда, у нас будет целое сообщество растений. Валаканава огибает весь участок по горизонтали и возвышенную часть, доходя до другой стороны, пассивно собирая воду. Грибы играют одну из важных ролей при переработке древесины. Сейчас я отодвину это. Здесь куча грибов, перерабатывающих древесину в лесу. Они собирают немного воды. Фактически они перерабатывают древесину в почву. Это зубы почвы, которая вся является ртом. Выглядят мягкими, но при этом очень острые, так как съедают всю ветхую древесину, перерабатывая ее в почву. Очень важно понимать, что без грибов мы не можем создать лес. Лес растет на поваленных деревьях, а грибы — как раз тот самый элемент, нужный нам для их переработки в почву. Нам очень интересно изучать разные паттерны грибов. Чем они многообразнее, тем лучше. Грибы — благотворный элемент. К тому же очень вкусные большинство из них. Работа с сорняками. Это система сорняков, которая сложилась естественным путем. Сообщество растений, которое только возникло на участке. Эта сторона — спроектированная система, подобная сорняковой. Мы скопировали систему сорняков, встречающуюся в природе. Они быстро разрастаются. Но мы внесли свои элементы — краткосрочные, долгосрочные растения, почвопокровные, корнеплоды, кусты. Мы заняли все пространство, которое обычно занимают не очень дружелюбные сорняки. Мы использовали природную систему. Мы использовали систему доминирования сорняков в нашем собственном дизайне. В итоге мы получим устойчивый и очень продуктивный лес. Без предрассудков по поводу принципа работы и появления сорняков. Мы используем их сильные стороны и функции для получения нужных нам результатов. Сейчас мы начинаем видеть сложность паттернов и форм, проявляющихся в структуре молодого лесосада.
Тогда осознаешь, сколько работы проделывают эти деревья, чтобы поддержать молодые фруктовые деревья. Здорово наблюдать за этим многообразием, где все активно взаимодействует, как система сохраняет устойчивость и создавать устойчивость. Очень важный элемент дизайна — взаимодействие разнообразных многофункциональных элементов. В основе пермакультурного принципа лежит устойчивость и дизайн. Трехлетний лесосад. Сейчас мы в более развитой системе. Она всего лишь на несколько лет старше. Почвопокровники уже не образуют сплошной ковер. В основном сладкая картошка со своими корнеплодами идет на обрезную мульчу. Здесь целое сообщество фруктовых деревьев и некоторых долгоживущих бобовых, которые мы срезаем на мульчу в определенные периоды. Фрукты свисают с деревьев. Система выглядит довольно устойчивой и однородной сейчас. И если я приоткрою здесь, у нас скоро будет много цитрусов, поскольку зима приближается. Довольно много растений на мульчу, как это кротолярия, хорошая азотфиксирующая бобовая, цветы, отвлекающие своим цветом и ароматом вредителей. Мы имеем здесь вполне уравновешенную систему. Вредители в саду. Если у вас нашествие саранчи, то у вас неразвитая наземная среда обитания. Очень интересным решением является индюк. На каждые 3 килограмма кузнечиков 1 килограмм индюка. У вас не нашествие саранчи, а недостаток индюков. Вы можете создать наземную среду обитания, сбалансированную среду обитания, и у вас никогда не будет проблем с саранчой. То же самое с улитками и слизняками. У вас недостаток уток. Если вы не хотите держать уток, то альтернатива — ящерица короткохвостая, большая толстая австралийская ящерица. Местные люди называют ее гигантская ящерица. Они также источник еды для коренных жителей Австралии. Ящерицы едят слизняков и улиток. Они будут жить и охранять ваш лесосад, и с радостью поедать слизняков и улиток, если их много, тем самым балансируя их количество. Им всего лишь требуется укрытие в мульче. Живут они около 30 лет. Очень долгосрочные элементы, живут дольше, чем утки. 6-летний лесосад. Мы на стадии срезки и мульчирования. Сейчас в субтропиках лето, и темпы роста довольно высокие. Небо затянуто облаками, и у нас уже довольно долгое время происходит испарение выпавших осадков. Вот такие ветки мы срезаем и бросаем под это деревце, прямо рядом со мной, бросаем в качестве мульчи. Мы перерабатываем питательные вещества прямо на земле. Весь земной слой здесь сформирован из веток. Здесь имеются всевозможные виды грибов и грибков, всевозможные различные уровни. Фактически на каждом уровне здесь грибы. Как эта мульча уходит вниз? Ну, она съедается внизу. Здесь разные профили почвы. Они довольно глубоко уходят вниз. Почва имеет зернистую структуру. Черви ее перерабатывают.
Это верхний уровень. Видите эти крошки? Круглые шарики почвы. Это зернистая структура, к которой мы стремимся. Эти шарики — конечная структура почвы. Это признак жизни в почве. Все эти маленькие шарики в почве собираются вместе. Это все почвенные организмы. Я не знаю, что там внизу, но вот это знаю, вся в грибах. Достаю ветку. Здесь разнообразные виды грибов. Она пойдет обратно в почву. Она уже сгнила. 6 месяцев назад это было дерево. Мы намеренно возвращаем ее в почву. Мы производим манипуляции, и в итоге получаем постоянную продуктивность. На этой стороне вы можете увидеть некоторые срезанные бобовые, которые уже отросли вновь. Оно было срезано, а теперь оно наращивает новую мульчу. Значит, на следующий год оно будет в тени сухой сезон. Это другой вид тифрозии, другой тип бобовых. Среди них также имеются долгоживущие бобовые. Здесь справа типуана типу. Долгоживущие бобовые растения, составляющие часть полога. Фактически, они над нами и вокруг нас. Типуана типу, дающие укрытие и фильтрованную тень. Среди них имеются все виды фруктовых деревьев, такие как бананы, жаботикаба, грамачама, южноафриканские фруктовые деревья, а под ними оно чешуйчатое. Все развивается и взаимодействует, как в лесу. Срезав эти ветки кассии и бросив их в мульчу, я подкармливаю лесные грибы и почву леса. Весь органический материал не нужно никуда выносить. Все остается на земле. Мы просто иногда проводим систематические манипуляции. Вижу маленький кофейный куст. Я могу срезать этот кремовый боб. Могу приоткрыть здесь пространство довольно быстро. Могу замульчировать почву вокруг кофейного куста. Внутри системы у нас строевые деревья. Мы специально выбрали такие, которые не угнетают фруктовые. То есть они не аллелопатические, не оказывают негативного влияния на деревья. Они нейтральные. Здесь есть высококачественная гревелия крупная. Этой гревелии 6 лет. Она растет среди фруктовых деревьев и совершенно не оказывает негативного влияния. Она имеет высококачественную древесину, которая будет использована для изготовления мебели или оконных рам в дальнейшем. Их 4 или 5 в лесосаде. И это иная форма продуктивности. Мы обрезали ветви, и теперь она идет прямо и вскоре достигнет полога леса. Сейчас мы не будем ее трогать, и через 25-50 лет у нас будет ровная гревелия. Возможно, она проживет дольше. Так, если мы почистим секцию от этой акации до той, мы не знаем точно, сколько получим мульчи, пока не покроем ей валоканаву. Сейчас мы в большей системе во внешней зоне, вокруг которой валоканава, основная валоканава. Мы далеко от дома, находимся в малоподдерживаемой системе. Многообразие сводится к более жизнестойким видам. Хоть здесь и меньшее многообразие, но по-прежнему
Сохраняются уровни. Основные представленные виды — это жизнестойкие бобовые, жизнестойкие виды верхнего яруса и жизнестойкие фруктовые деревья. Молодое манго, долгоживущее фруктовое дерево, прекрасный фрукт и великолепная древесина под конец жизни. Манго. Оно начешуйчатое. Посмотрите. Фрукты имеют свой орнамент. Анона. Их имеется всего лишь несколько в семействе. По ним видно, что им хорошо живется на данном участке. Она производит довольно красивые на вид фрукты. Ждем их с нетерпением. В тени растет кремовый боб. Почти наверху холма авокадо, который не нуждается в представлении. Замечательное фруктовое дерево. Это типуана типу, замечательное бобовое верхнего яруса. Если его срезать, то оно отрастет снова. Это прекрасное дерево, дающее мульчу. Оно теряет листву сухой весной в субтропиках и выпускает новые через 10 дней. Образует прекрасный полог в нашем климате. Джекфрут. Самый большой фрукт в мире. Джекфрут. Удивительное, долгоживущее фруктовое дерево. Может прожить от 800 до 1000 лет. Под конец жизни имеет красивую желтую древесину. Говорят, в Индии один джекфрут производит 500 килограммов фруктов в год, а некоторые джекфруты и 800 килограммов. Тропический ямс, вьющийся по кремовому бобу. Хороший корнеплод. А вот еще одно дерево авокадо. Ему 6 лет. Оно будет высокопродуктивным деревом многие годы. Он уже плодоносил однажды. Выглядит гораздо лучше, чем этот. 6 лет. Растет и без проблем. Отличное дерево. Эта волоконава тянется на 400 метров. 400 метров по горизонтали. Она заполняется на 1,5 метра во время сильных дождей, прежде чем начнет перетекать. Она наполняет 3 дамбы в процессе. 3 основные дамбы на территории подпитываются этой волоконавой. Затем возникает обратный отток на 400 метров, и вся вода, которая просачивается в землю, очень медленно проходит сквозь участок и подпитывает нижние волоконавы. Это основная структура высоко расположенной канавы, питающей высокие дамбы. Как только система становится зрелой, или приближается к зрелости, то ее можно легко расширять. Самое сложное — начать. Вот почему волоконава так полезна. В ней сам собой регулируется уровень воды. Вдоль канавы можно вырастить фруктовый лес. Затем отсюда мы можем все расширяться и расширяться дальше вниз. Очень легко расширять границы, так как уже имеется стабильность на одной стороне, и вода идет вниз, а не вверх. Вы можете ловить воду внизу с помощью леса, и она будет распространяться по всей системе. Сейчас мы все дальше протягиваем волоконавы вниз от этой основной волоконавы. Каждая будет засаживаться лесом. Это будет основная часть в структуре фермы. Мы последовательно формируем почвенный слой. Мы сами ускоряем сукцессию. Иногда мы можем это делать медленно, если у нас нет времени, но мы можем и все ускорить, сделать продуктивнее. Все зависит только от нас. Никакой паники нет. Главное, что даже такая разреженная система работает. Мы можем получить более интенсивную систему, более многообразную, где будем использовать специально отобранные виды. Позаботимся о них поначалу и получим в итоге более разнообразный лес.
Прямо вот отсюда, с уровня грибов, растущих на мертвой древесине, и до верхнего яруса у нас происходит взаимодействие на всех уровнях. Каждый играет свою роль, и возникает особый строительный процесс в экосистеме. Это удивительное место, где мы любим находиться. И живая природа с радостью нам откликается. Использование куриц в лесосаде. Здесь у нас начинает формироваться лесосад. Курицы были здесь 2 месяца назад, а это результат их пребывания. Фруктовые деревья посередине — это шелковица. Ее немного погрызли сбежавшие козы, но она выжила. Мы перемещаемся сюда. Курицы были здесь месяц назад. Мы срезали некоторые рослые сорняки на мульчу. Посередине у нас дерево мамакадамия. Курицы были здесь всего лишь месяц назад. А это маленькое бобовое дерево и множество разных мелких растений, это превратится в это. А это превратится вон в те системы. За 3 года развития эта система была создана курицами. Если переместимся сюда, это место, где курицы находятся сейчас. Мы собираемся переместить их. И когда мы переместим их, то сможем внимательно рассмотреть, как они хорошо подготовили землю. Возможно, наилучшим образом. Они повсюду поковырялись, удобрили землю и все еще ковыряются прямо сейчас. Высматривают семена, вылавливают вредителей. Они удобряют и измельчают мульчу. И мы переместим их на следующий участок. Они любят осваивать новые участки. Они созданы, чтобы рыться в земле. Мы засадим этот участок и продолжим эту последовательность. Это один из простых путей создания и закладки лесосада. Когда вы включаете домашних птиц, куриц, уток или гусей, их необходимо использовать своевременно, когда система достаточно большая и может перенести их физическое присутствие, так как они ковыряются и общипывают траву, переворачивают поверхностный слой почвы. В результате листья быстрее разлагаются, питая систему. Курицы не только удобряют землю, но и нарушают цикл сорняков и вредителей. Они нарушают их цикл, поедая их личинок. Плодовая мушка – классический пример. Она садится на плод дерева и откладывает яйца, а они уже внутри плода, падающего на землю. Личинка растет в упавшем плоде и уходит в землю, где проходит ее развитие. Затем выходит в виде плодовой мушки, и все возвращается на круги своя. Курицы нарушают этот цикл, потому что все упавшие плоды съедаются курицами. Так вы можете нарушить жизненный цикл плодовой мушки, включив куриц в достаточно зрелую систему. Это сорго. Мы срезаем их головки, чтобы накормить куриц. Срежем верхушки сорго везде, они дополнят питание куриц, так как курицы потрудились для создания системы леса. Эти семена мы можем использовать как еду для куриц. Это уже отдача излишка. Система уже отдала кое-что взамен курицам, хоть они уже ушли, и не вернутся сюда. Но следующие поколения могут оказаться здесь, когда система станет зрелой. Но их не будет здесь некоторое время, потому что это еще молодая система, и ей нужно стать более устойчивой и зрелой, прежде чем мы сможем ввести куриц снова. Но они заложили ее, и будет отдача. А сейчас мы начнем срезать и обрезать. Срезка и мульчирование.
Хорошо поработали. Был звонок на ланч. До. А вот результат довольно быстрый. Выглядит хаотично, не очень гармонично. У нас тут остались розовая яблоня, нектарин, персики и цитрусы вон там. У нас происходит переработка органического материала. Мы получили много еды, удобрили деревья, переместили мульчу и оставили азот-фиксирующие бобовые на образование мульчи. Это не так уж сложно. Это сложно и интересно. Определенно, это не ракетостроение, а то, как работает природа. Выбираем инструменты в оркестре и дирижируем оркестром. И этому всего лишь надо научиться. Возможно, за год. Это только начало устойчивости, которой мы управляем и дирижируем. А еще это очень весело. Всем нам это под силу. Все мы можем в итоге получить излишки еды. Живой еды. Свежей еды. Там, где вы живете. Это может быть общественный парк. Это может быть природная лесополоса. Она может быть рядом с дорогой. Или в округе. Фрукты могут быть по всему городу. Мы надеемся, что помогли вам в этом, потому что это не так уж сложно. Эта система работает в любом климате, не только в этом. Это совокупность функций в форме видов, которые и вносят разницу. И речь идет не о тех или иных конкретных растениях, а о взаимосвязях между ними, которые могут расти в вашем климате. Не вопрос. Сорняки, восстановители почвы. Многие сорняки здесь, в которых поковырялись курицы, это сорняки из нашего сада. Они возвращают в почву собранные минеральные вещества. Многие сорняки вызывают минеральные реакции. Они собирают дефицитные минеральные вещества. Первыми обычно прорастают сорняки. Сорняки — это отклик. Это симптом, и часто причина их появления — недостаток минеральных веществ. Сорняки часто имеют особую способность, не всегда, но довольно часто, восстанавливать почву. В случае минеральной недостаточности часто прорастание сорняков и возврат их биомассы в почву восполняет недостаток элементов. Сорняки часто восстанавливают землю. Они могут участвовать в сукцессии. Этот процесс может проходить постоянно. Сорняки обогащают землю минеральными веществами. И если поджечь участок, то первыми появятся гаревые сорняки, содержащие калий. Огонь сокращает количество калия в земле. Корни достают его из глубин и сжигают его внутри себя. Отмирая, возвращают на поверхность земли. Это происходит самыми разными путями. Одни сорняки прорастают только тогда, когда земля плотная. У них глубокие стержневые корни, которые разрыхляют почву. Это физический механизм восстановления. Далее есть сорняки, которые имеют нитевидную корневую систему, которая удерживает слишком рассыпчатую почву. Они прорастают только тогда, когда почва слишком плотная или слишком рассыпчатая. Все они механизмы отклика. Сорняки очень хорошо восстанавливают выветренную почву. Вот что они делают. Вся эта мульча — это концентрация минеральных веществ, не хватающих этой земле. Мы также специально минерализируем ее, внося животный навоз. Мы делаем так, чтобы наши животные были здоровы, и кормим их минеральными веществами каждый день. Их навоз дает растворимые минеральные вещества, которые могут усвоить растения. Мы постоянно нацелены на минерализацию, заполняя систему как это довольно быстро.
высококачественной мульчой. Сукцессия превращает все в систему, как это, который 2, 3, максимум 4 года. Через 10 лет она станет совершенно устойчивой. Здесь на земле не будет ничего, кроме листьев. Здесь будет настоящий лес по функциям. Но это будет лесосад по производству. Лесосад — это не сколько мы получаем с дерева. Это ошибочное представление. Лесосад — это минимум вложений труда и максимальная продуктивность на выходе. Единственный способ достичь этого — это создание многообразия активно взаимодействующих элементов. Мы выполняем малую работу, а получаем богатый урожай различных продуктов, а также постоянное производство пищи. Сейчас с деревьев падают плоды фейхоа и гуаявы. Довольно скоро поспеют цитрусовые. Когда система создана, мы работаем очень мало. Мы можем уйти из созданного лесосада и оставить его на 10 лет, а когда вернемся, то на обработку половины гектара нам потребуется 1 человек с ножом или мачете. Это так просто. Если мы хотим более продуктивный лес, мы можем поработать совсем немного, привести его в порядок. Немножко труда, и получаешь больше урожая. Если соотнести вложение и отдачу, то урожай будет намного выше, чем в монокультурном саду и монокультурных системах, которые совершенно неустойчивы. Это производство в целой экосистеме, где производится почва, хорошего качества, с большим количеством органики и живых организмов. Хорошо пахнет землей и имеет много органики. Это экосистемная почва, образованная в ходе экосистемного процесса. Но эту экосистему вы никогда не увидите в природе. Это не совокупность видов, которая может встретиться в природе. Это экосистема, которая спроектирована и управляется человеком. Это постоянная, устойчивая среда обитания человечества. Эта система — одна из главных систем, которая позволяет нам жить на этой земле вечно. Питомник. Мы находимся в питомнике фермы. Практически все прорастает здесь, начиная от овощей и трав и кончая практически всеми деревьями, которые мы высаживаем. Иногда мы можем купить особые фруктовые деревья. Все поддерживающие виды проращиваются здесь. И большинство фруктовых деревьев мы приносим семена, собираем свои семена, приносим новые семена со стороны, находим деревья, которые, на наш взгляд, имеют хороший потенциал, и выращиваем их в отдельных ящиках. Выращиваем из своих семян, и со временем они становятся все более и более адаптированными к этому месту. У нас есть особые семена, которые больше, чем местные. Они коренные, семена с данной местности, очень сильные. Мы продолжаем учить людей адаптировать семена конкретно к их местности, и тогда в них будет очень сильная генетика. Это полисмесь, которую мы покупаем для нашего питомника. Мы можем приготовить ее сами, но это очень трудоемко. Это сертифицированная органическая полисмесь, элитно произведенная и полностью органическая. Это наша основная смесь. Мы смешиваем ее с песком, речным илом. Из закрытого питомника мы выносим растения на тенистый участок, чтобы рассадить в горшочке. Затем выставляем их на солнечное место, чтобы подросли. Это их промежуточный этап. Мы перемещаем их отсюда после посадки в горшочке, а затем на грунт, на их постоянное место. Огород.
Добро пожаловать в магазин готовой еды. Я даже не знаю, с чего начать. Происходит взаимодействие, как мы идем в огород. Здесь около 400 видов овощей и трав. Фруктовые деревья вдоль изгороди. Здесь мы постоянно получаем огромное многообразие свежих целебных продуктов, богатых питательными веществами. Он оказывает большой терапевтический эффект. Психологический эффект работы в системе как эта, ты знаешь, что всегда имеешь полное обеспечение еды, минеральных веществ, лекарственных и кулинарных трав и ароматов. Пока работаешь здесь, находишься среди стольких изумительных красок и форм. Также здесь находится часть очистительной системы. Серая вода подходит к нижним грядкам почти чистой. Туда идут и некоторые отходы. Часть дождевой воды проходит через банановый круг и поддерживает участок влажным. Все спроектировано по горизонтали. Ничего не перекапываем. Почва постоянно обогащается. Грядки двусторонней досягаемости. Думаю, все на этом уровне, с небольшими перепадами. Это место, где мы любим находиться и работать. Это наш основной источник еды. Грядки спроектированы так, что можно достать середины с одной стороны и с другой стороны. Грядка двусторонней досягаемости. По ним никогда нельзя ходить и уплотнять их. Это значит, если мы все хорошо замульчируем и внесем компост, и выбросы дождевых червей, органику и прочее, и не будем уплотнять землю, то нам не придется копать. Можно забыть про перекапывание. Как создана такая грядка? Нужно помнить о микроорганизмах, которые живут и трудятся там. Они не давятся под нашим тяжелым весом, не травмируются. Кислотный баланс pH остается в норме и сбалансирован. Почва полна жизни. Она постоянно производит и производит и производит. Мы постоянно получаем урожай. Мы просто пожинаем и пожинаем урожай, а почва становится все более плодородной и богатой веществами. Вы поддерживаете себя здоровым, энергичным человеком, благодаря всегда свежей и богатой энзимами пищи. Вот, в общем-то, и все. Это нужно понять. Это потрясающе. Лесосад — это та же система, но большего масштаба. Лесная система вот этого. Здесь столько разных цветов, столько разных форм, очертаний в саду, что вредители сбиты с толку. Им не найти овощи. Даже многие люди не могут увидеть овощи. Многие вредители не могут увидеть овощи, травы. Они сбиты с толку разными ароматами в саду, разными душистыми травами, разными цветами и формами, и разными паттернами. Здесь есть много участков для птиц, лягушачьих прудиков, маленьких каменистых участков для ящериц. Они поедают всех вредителей. Им хорошо. Сбитые с толку вредители в саду, как этот, с идеальной средой для хищников, съедаются. И у вас нет проблем с вредителями. Об этом совершенно не нужно беспокоиться. Вот так все это выглядит. И это часть дизайна, контролирующего вредителей. Это все довольно просто и очень красиво. Ферма Тагари, 2008 год. Сейчас мы находимся на ферме Тагари. Это бывший институт пермакультуры. Когда я был здесь руководителем, мы посадили эти деревья, я посадил эти цитрусы,
этот джекфрут. Мы создали этот лесосад. В 2001 году мы решили оставить эту систему на саморазвитие. Определенно мы не хотим показывать этот участок. Почему? Чтобы понять эту систему, требуется определенное образование. Это лиана в экстремально разросшемся состоянии. Здесь происходит очень быстрая сукцессия. Экосистема меняется с неимоверной скоростью. Когда я начинал сажать этот сад, этот лес, здесь везде росла трава. На этом маленьком участке было сложно сдерживать траву. 7 лет назад, около 7 лет назад, эту ферму оставили на саморазвитие. Сейчас это абсолютный лес. Сейчас я хочу зайти внутрь и посмотреть. Мне всегда интересно на него посмотреть, ведь мы так усердно работали, боролись с сорняками. Мы были вымазанными. Поскольку этот участок был на виду, это было основное место прибытия гостей. Сейчас мы в лесосаде, ему около 9 лет, и здесь у нас замкнутый полог. За этим лесом не ухаживали как минимум 7 лет. Мы прямо под джекфрутом, а здесь молодое дерево джекфрута. А здесь у нас растет черная хурма. Еще один цитрус. Здесь очень много кофейных кустов в подлеске. Система саморегулируется точно так же, как и лес. Она поддерживает себя, как естественный природный лес. Здесь такие заросли растительности, что довольно сложно представить, сколько всего тут растет. По краю бамбук. Здесь постоянно квакают лягушки, слышен шум журчащей воды, так как здесь имеется небольшой канал, где струится вода. Все запроектировано в системе изначально. Это классический пример того, как лесосад может функционировать даже без ухода в течение многих лет. Никто здесь ничего не поддерживает. Очень обнадеживает то, что эта система будет существовать сама по себе. Сюда может прийти несколько человек, взяв немного инструментов и привести все в полный порядок. Всего лишь за 1-2 дня силами одного или двух человек. Потом не надо будет что-либо делать. Мы пускаем весь органический материал в оборот, пустим немного солнечного света. Если хотим, чтобы деревья были более продуктивными, мы можем направить солнечный свет к ним. Можем направить мульчу к продуктивным растениям. Можно приоткрыть этот джекфрут и сделать его более освещенным. То, что мы срезали, можно бросить под него как мульчу, и он даст маленькие плоды. Еще мы можем почистить немного зарослей вокруг цитрусов, подлеске. Вижу грумичаму, под ней бананы. Чем дольше здесь находишься, тем больше все подмечаешь. 7 лет назад здесь везде была трава. А сейчас здесь анноны, цитрусы, розовые яблони, кофе, шелковица, белая сапота, мама кадамия,
некоторые местные деревья, гревилия и казуарина. Все перемешано, а на земле практически одни листья. Даже фруктовые деревья прорастают. Здесь, в подлеске, они не пробьются к свету, но если где-нибудь будет зазор света, дыра в пологе, думаю, там смогут вырасти фруктовые деревья. Не думаю, что система прекратит свое развитие. Нельзя остановить существование этой системы в виде леса. Она будет жить очень долго. Наши дизайнеры вам подтвердят, что мы можем произвести высококачественную почву, создать очень устойчивую экосистему леса, которая будет производить бесконечно. Людей должно вдохновить то, что мы можем жить на Земле вечно, прилагая очень мало усилий, и иметь устойчивые системы. Мы можем быть уверенными, что нас ждет очень яркое будущее, полное процветание и изобилие. У нас будет очень много времени. Эта система не поддерживалась в течение 7 лет. Немного труда, и она будет еще более продуктивной. Что может быть лучше, чем находиться здесь? Это лес. Это настоящий Эдемский сад. Определенно Эдемский сад. Чего еще можно желать? Вы можете решить все проблемы человечества в саду. Джефф Лоттон. Фильм переведен группой переводчиков развивающих фильмов и озвучен группой Green по заказу Пермакультурного исследовательского центра в 2013 году. Текст читала Екатерина Юрьева.